Сегодня мы находимся в очень крутом месте. Это бар «Погребок». Как тебе его восточный стиль? Спасибо, что посоветовала. Я не знал, что у нас в городе есть такие места. Каждый, кто хочет ощутить атмосферу уюта, должен прийти сюда. Ты знаешь, на этих выходных я мониторила афишу и нашла очень интересную выставку, которая пройдет в Национальном музее целый месяц, с 23 января до 23 февраля. Называется «Фарфоровый зоопарк». Очень интересное название. Любопытно, да? Хотя бы за названием нужно пойти и посмотреть. С 29 января во всех кинотеатрах страны, да и нашего города, будет премьера нового фильма «Черное море» с Джуд Лоу, Константин Хабенский в главной роли. Обязательно нужно посмотреть. Вынужден вас уволить. Всю команду. Надо попробовать. Это большие деньги. Ты мне нужен, Робинсон. Мне нужны такие люди. В прошлом году я был на Черном море и кое-что нашел. Обнаружена затонувшая субмарина нацистов с грузом золота. Мне нужна команда. Британцы и русские. Рейнольдс, Питерс, Тобин. Он еще зеленый. Бритва. Жди неприятностей. Он лучший ныряльщик. Сколько там золота? На 182 миллиона долларов. Равная доля каждому. От Кевина Макдональда. Что мыть собрался? Окна? Здесь нет окон. А щетка зачем? Дымохода тоже нет? И дымохода нет. От режиссера «Последний король Шотландии». Задрать люки! Как несправедливо, ведь им заплатят столько же. Подружка беременна? Не переживай. Домой вернешься богатым. Я же говорил, это верная смерть. Что случится, когда они поймут, что их доля растет? Чем меньше людей, тем больше денег. 5, 4, 3, 2. Давление! Мы хотим только выжить! Мы сможем выжить! Уничтожим их одного за другим. Черт! Не закрывай люк! Черное море. 31 января в Русском театре вновь покажут спектакль «Одноклассница». Для всех тех, кто еще не успел побывать на этом спектакле, у вас есть замечательная возможность. А 1 февраля в том же Русском театре покажут спектакль «Любовные истории» Сары И Леоноры. В том в арт-клубе Infinity в эту пятницу будет диско 80-х от группы Black Velvet. Будет очень круто. А в субботу костюмированное гитарное шоу от гостя из Пятигорска. В детском театре Шаби опять показывают спектакль «В ожидании чуда». Я, например, уже сводила свою младшую сестренку и показала этот спектакль, а ты? Я еще нет. А какого числа будет? 30 января. Там же в арт-клубе Infinity 2 февраля пройдет презентация нового клипа группы V7 Club. Обязательно нужно пойти. Наши друзья, нужно их поддержать. Конечно. В Остинском театре 30 января покажут спектакль «Богатый дом». Ты не любишь ночную жизнь, поэтому информация, которую я расскажу, тебя не касается. В клубе 49 в пятницу будет девичник. Вход для всех девочек бесплатный, конкурсная программа и много всего интересного. Помнишь, мы общались с Ланом Кокаевым, он нам рассказывал про свои планы, балет «Урок», вспоминай. Я помню. Так вот, наконец-то мы дождались. 5 и 6 февраля его покажут в Остинском театре с участием маленького Джигита и ансамбля «Амуран». Обязательно нужно пойти. Сегодня в гостях у видеоафиши, на мой взгляд, ну и надеюсь на твой, Тома, лучший фотограф Сос Кабисов. Привет, Сос. Привет, Сос. Привет, ребята. Такой вот первый вопрос. Сос, расскажи, когда и как ты увлекся фотографией? Около 8 лет назад я увлекся фотографией. К сожалению, в то время не было фотоаппарата, но в последнее время появилась возможность использовать профессиональную технику.
посмотрим, что из этого выйдет. Ну не надо скромничать, отлично у тебя все получается. У тебя просто крутой ретушь. Как ты добился такого эффекта? Есть ли какие-то свои секреты? Секретов нету. Ну, вначале я просто обрабатывал фотографии, ну, не смотрел никакие уроки, просто с головы брал, как называется, методом тыка, просто все делал. И, То есть ну, самоучка. Да, я самоучка. Может, научишь меня? Научим. А как ты относишься к критике? Ты сам самокритичный человек? К критике отношусь адекватно, в принципе. Ну, зависит от того, какой человек критикует меня. Если это профессионал, само собой, я прислушаюсь к нему, а так, если не профессионал, то мимо ушей. Правильно, правильно, так и надо. Мне очень нравятся твои фотографии и вот твой стиль. Как ты добиваешься такого эффекта? Есть какие-то секреты свои? Секрета нету, это, ну, само собой как-то улеглось, и, ну, я давно обрабатываю, и я пришел просто к этому сам. Долго работаешь над одной фотографией? Сколько ты вообще, в принципе, обрабатываешь? Ну, зависит от того, что я хочу выжать из фотографии, наверное. Сос, скажи, а где тебе больше нравится снимать? В студии или за ее пределами? В общем, нравится снимать, зависит от того, какой результат я хочу получить, ну, от фотографий. Какая твоя самая, ну, любимая фотография? Их мало, в принципе, но есть одна, наверное, где джигит на коне. Как насчет цвета? Тебе нравятся больше цветные фотографии или же черно-белые? Цвет фотографии зависит от идеи, в которую ты вкладываешь в нее. У творческих людей всегда бывает муза. Есть что-то или кто-то, кто вдохновляет тебя? Все люди, которым нравится мое творчество, которые хвалят то, что я делаю, они вдохновляют меня. Сос, какой снимок ты можешь назвать качественным? Вот смотришь и говоришь, вот это качественный снимок. Которая вызывает эмоции какие-то. Ты всегда с собой берешь фотоаппарат? Да, В любые места? любые, он всегда со мной. Даже на свидание с девушкой. Даже с ней. Есть ли у тебя какая-нибудь съемка мечта, которую ты не успел воплотить, но обязательно хочешь это сделать? Ну, их много. Поделись Думаю, в хотя бы. скором времени я их сделаю. Будущий какой-нибудь проект крутой, что нам ждать от тебя, Сос? Наверное, я сделаю одну идею дворников, которые убирают наши улицы. Хочу портрет им сделать. А если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Я бы встретился с Иеговой. Просто посмотреть, ну, на самом деле он существует или нет. Это надо вот в конце включить. Forever love is free.